Общий привет, Достар, ребят с Дерьме, с вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Мы находимся в окрестностях города Талдыкорган и отправляемся на охоту за петроглифами, наскальными изображениями. Ну, вот здесь вот, вероятно, были рисунки, но тут сложно сказать. Может быть, рисунки, может, камень просто так облупился, потому что очень неясно. Дорогой Юрий, скажи, пожалуйста, вот ты был нормальным журналистом, а что тебя так торкнуло, что ты примкнул к охотникам за петроглифами? Ага, ну, наверное, две вещи. До того, как стать нормальным журналистом, я был историком. Я историк по образованию, преподавал в школе, в вузе. Ага. И потом, хотя сменил профессию, но интерес все равно остался. Это раз. А во-вторых, мне кажется, что работа археолога, и в частности, вот то, чем занимаются охотники за петроглифами, очень похожа на самом деле на журналистское расследование. Ага. Потому что ты пытаешься воссоздать картину произошедшего по каким-то условиям недостатка информации. Ты сопоставляешь факты. Ты ведешь, так сказать, какое-то исследование, да, ты ищешь, строишь гипотезы, ищешь доказательства своим гипотезам, вот, и когда все складывается, получается результат. То есть это похоже на работа историка, особенно археолога, мне кажется, похоже на работу журналиста и немножко похоже на работу детектива. Это очень увлекательно. Сергей, почему вы охотитесь за петроглифами и почему считаете это для себя важным? Для меня петроглифы – это образец гармонии человека и природы. Они создавались, когда человеческое мировоззрение, оно искало единение с природой, да? То есть это был такой религиозный культ, какое-то поклонение, восхищение миром, попытка вплестись в него гармонично, и они несут такой где-то сакральный смысл. Даже бытовые петроглифы, как маркировка троп или еще что-то, это в первую очередь образцы искусства и образцы мышления человека, вот именно найти себя в мире. И это на самом деле действительно очень красиво. Изображение оленя – это рисунок раннего железного века, и он здесь появился совершенно не случайно, потому что рядом вот с этими скалами расположено поселение, и, скорее всего, оно уже существовало в ранний железный век. Ну, это как бы своего рода был оберег, охранная такая грамота для тех людей, которые живут на этой территории. А вот тамга рода Дулат. Это говорит о том, что, видимо, в 19 веке, скорее всего, кто-то из рода Дулат имел здесь зимовку. И место, я хочу сказать, стратегическое. Вот вы можете обратить на это внимание. Отсюда открывается прекрасный вид, и даже видны горы Ешкель-Мес. Оля, вот есть собаки, которые ищут наркотики, а ваш Курсхар, он ищет петроглифы, неизвестно. Вы знаете, мы его уже натаскиваем. Да, он выбирает место, скалы, которые, особенно когда холодный ветер, он выбирает скалы, где тепло, а обычно там и находятся петроглифы, и ходит по тропам. А Неля вот сейчас, видите, она с линеечкой фотографирует для того, чтобы отрисовывать. Петроглифы, они
На первый взгляд они кажутся одинаковыми, но чем больше погружаешься в этот мир, вот то, что оставили наши предки, это безумно интересно, это их жизнь. Они этим самым выражали, рассказывали о своей жизни, что-то передавали, оставляли для потомков. Я думаю, что здесь должен храниться какой-то огромный пласт информации о том, как жили люди. Когда ты видишь, когда они играют там на солнце, как они меняются в зависимости от освещения, когда ты рассматриваешь их в контексте окружающих гор, реки, воды, вот это, я не знаю, ветра, облаков, то ты понимаешь как-то свое место в этом мире, пытаешься посмотреть на мир глазами людей, которые их оставили, и как-то чувствуешь время. То есть ты присутствуешь на тех местах, особенно когда ты находишь скопление, на котором давно никто не был, да, открываешь новое, ты понимаешь, что здесь когда-то проходили люди, представляешь, что они делали, представляешь, как они жили, и какая-то, вот, знаете, связь возникает тебя и прошлого. Каждый выезд — это какое-то новое открытие, это что-то новое. Не знаешь, что будет, особенно если едем в какую-то новую локацию. Мы сами не знаем, как оно пойдет. И как-то нас не знаю, или духи приводят, или интуиция, или вот это наше стремление какое-то. Мы просто приходим, фиксируем, где они. Точка географическая восстановлена над уровнем моря. Тоже записываем, фотографируем. Мы за волонтерами не успеваем. То есть, понимаете, по одной простой причине, что открывать объекты, да, это хорошо, то есть обращать внимание на какие-то участки. Но то, что бывает открыто, время, которое тратится на документацию, в 10 раз больше, чем на процесс открытия, а время, которое тратится на исследование и понимание того, что было... Осмысление, да. Да, на осмысление. Еще в 10 раз больше от того, что тратится на документацию. Я себе представляю, по тому объему, который имеется в Кызылтасе памятников, если бы археологи просто-напросто приехали, опять же, 4-5 месяцев ушло только на изучение всего, а у нас было гораздо меньше времени. То есть активисты у вас играют роль такой разведки? В принципе, да. Историей, археологией я интересовалась с детства и очень много книг читала. Была мечта сделать какое-нибудь открытие. И когда предоставилась такая возможность поехать в археологическую экспедицию, я поехала. Там руководителем был Алексей Николаевич Марьяшев. И я поехала поваром. Я готовить не умею, не люблю, но мне очень хотелось поехать. В общем-то, все там выжили от моей еды. А в свободное от приготовления время я уходила на скалы. Конечно же, хотела показать нашу основную достопримечательность. Это Кызылтас Таспака, который называют в народе черепашка. По пути исследования к самой черепахе, это вот такой образовался природный указатель в форме головы кобры. И вот видите, темные затемнения, это вот две черепашки, фигуры. И они указывают направление, вот куда мы сейчас пойдем, на саму черепашку. Петроглифы Кызылтаса были открыты еще в начале 2000-х годов казахско-американской экспедиции. Но известны они, конечно, были еще гораздо более давно. Первый раз я была здесь в начале нулевых с Алексеем Николаевичем Марьяшевым. Вот мы увидели рисунки, да, их было немного. Как сейчас я понимаю, это была просто маркировка кочевой тропы.
когда я поступил в Каспе имени Абая, был замечательный педагог Алексей Николаевич Марьяшев, который занимался, один из первых петроглифистов Казахстана, он занимался наскальными рисунками. Мой отец умер, когда мне было 12 лет. И вот Алексей Николаевич в каком-то смысле мне заменил отца. То есть то, что вот не хватало какой-то опеки, подсказок, мудрых советов. Ну, в общем-то, он стал для меня таким человеком. И самое главное, он поддержал мой интерес к археологии и к альпинизму. Вот в юности я об этом мечтала и не смогла реализовать. То есть он мне помог реализовать две мои больших мечты. Сделать археологические открытия и покорить несколько достаточно высоких вершин. В 1987 году, когда я попал в команду Алексея Николаевича Марьяшева, и первое, с чем, естественно, познакомился, это уникальный комплекс петроглифов Тамгалы. Он завораживает. И в ходе дальнейшей практики мы регулярно с Алексеем Николаевичем Марьяшевым работали на таких памятниках, как Ешки-Ольмес, Ойджеляу, горы Шолак, где, собственно говоря, я и познакомился с вот этим древним наскальным искусством. У Алексея Николаевича было особое отношение он прекрасно знал и чувствовал, как будто жил вне времени и вне пространства, и он обладал невероятной интуицией, находил вот археологические памятники так, как будто он когда-то сам выбивал эти рисунки, либо жил в этих поселениях. Он менялся. Он становился как бы человеком не из нашего времени, а откуда-то из прошлого. То есть он прекрасно знал, как был устроен быт этих людей, где они могли организовать святилище. Его фраза «думай как древний человек» – это вот для меня это инструкция. А что это поточнее можете объяснить? «Думай как древний человек». Ну, для древнего человека весь мир был живой, он не отделял себя от природы. И для него подсказка мог дать камень, река, травинка какая-то. То есть ты чувствуешь себя частью природы. Ты не отделяешь себя от нее, и любой звук, любой камень, он может тебе подсказать маршрут, дорогу. Ты не ее царь. Нет, что вы, какой царь, просто часть. Ты просто чувствуешь уважение и поддержку от всего, что тебя окружает. Древние предки, но они более гармоничны были с природой, потому что они более ее тонко чувствовали, больше от нее, может, зависели. И он знал, что для того, чтобы ему пройти там 100 километров, это никак, да, у нас сейчас купил билет на самолет, все, а тогда он должен был просчитать, прочувствовать своего коня, свою погоду как-то прикинуть, возможные варианты дороги, потому что там шоссе не было. Это все больше заставляло человека обращать внимание на окружающий мир и учитывать его детали. Алексей Николаевич создал такую команду «Охотники за петроглифами». И за 2000-2010 годы этой командой было открыто
несколько десятков скоплений наскальных рисунков только на территории Алматинской области, ныне включающей в себя Алматинскую и Жетысуйскую области. Петроглифы, особенно в Казахстане, это такая интересная вещь. Их очень много в Казахстане. Так сложилось исторически. Ученые насчитывают около 300 только крупных скоплений. Общее количество скоплений, крупных и средних, может достигать 1500. Мы подозреваем, что Казахстан, возможно, занимает первое место в мире по количеству петроглифов. Может быть, с нами спорят Монголия и Западный Китай. Там тоже еще не до конца все изучено. Ну и культура была похожая, да, тоже очень любили рисовать на скалах. И главное, есть подходящие скалы. Они есть далеко-далеко не везде в мире. Почему у нас, именно у нас на скалах так много рисунков и удобно рисовать? Вот видите, скалы покрыты черным налетом, да, патина или загар. Он образуется обычно на скалах, в которых есть содержание марганца, есть содержание железа под воздействием солнечной радиации. В течение нескольких тысяч лет, десятков тысяч лет появляется вот такой нагар. Там еще и бактерии вносят свой вклад. То есть загорелые камни. Загорелые камни, да. Этот нагар очень-очень тонкий. Вот если, например, здесь посмотреть сбоку, здесь вот отлетел кусок скалы, да, видно, что этот нагар длиной доли миллиметра. Если его сцарапать, будет яркая светлая полоса. Соответственно, вот эти рисунки, да, вот видите, вот козлик, например, нарисован. Когда его нарисовали, он выделялся ярким светлым пятном. Но как только его нарисовали, камень тут же снова стал загорать под воздействием солнечной радиации. И по степени выгорания этих рисунков можно примерно оценить, когда, как давно они были нарисованы. В 2018 году, вот после открытия петроглифов хребта Архарлы, Алексей Николаевич умер в достаточно солидном возрасте и очень от тяжелой болезни. Его наследие оказалось вот никем из специалистов не поднятое. Когда Алексей Николаевич уходил из жизни, ну, он уже был в состоянии сумеречном. Фактически агония была. Ну, это все произошло неожиданно, вот его уход из жизни, потому что за неделю до этого мы еще в горы ходили. И тут я прихожу и говорю: Алексей Николаевич, ну что же вы, как вы? Мы же только деньги на экспедицию в Архарлы нашли. И человек, который уже никого не узнавал, вдруг у него вот так вот вспыхивает ярко, его синие такие глаза становятся просто ледяными. Он уже говорить не мог, но он жестом попросил дать ему бутылку воды. И, глядя мне в глаза, вот эту вот воду начал пить, показывая всем видом, что он готов хоть сейчас отправиться в экспедицию. И для меня это было такое потрясение, и до сих пор вот мурашки по коже, когда человек фактически на смертном одре переживает о том, что вот уничтожаются петроглифы, наследие предков. Для него это, ну, даже в самый последний момент он об этом помнил. На ваш взгляд, когда в истории человечества что-то пошло не так, и вот стало пропадать это единение с природой? Все пошло не так, когда его выгнали из рая, да, вот, по идее, если это образно говорить, да, религиозными такими парадигмами. И вот с той поры человек пытается вернуться на вот это свое место в рае, то есть обрести гармонию себя с Богом. И не сказать, что вот эти камни, что вот это все это и есть, да, гармония. Это попытка стать гармоничным, это вечный поиск, это дорога, это путь. Люди ищут себя, люди ищут свою идентификацию и прежде всего, конечно, ищут в своем прошлом. Народ смотрит в прошлое, смотрит, что он пережил, откуда он пришел, кто были предки. И так выстраивается национальное самосознание. А ты не думаешь, что вот поиск народом себя исключительно в прошлом, все-таки это же архаика где-то. Это путь
не в будущее. Нет, конечно. Искать себя только в прошлом — это занятие довольно бессмысленное, да. Но с другой стороны, если ты не помнишь, каким ты был, если ты не помнишь, как ты поступал, ты забываешь свой опыт, ты не можешь извлекать уроки, ты не можешь учиться, и ты, вот это парадоксально, если ты не смотришь в прошлое, ты не можешь меняться сейчас. Ты не можешь понимать, куда тебе надо меняться, как тебе надо меняться, что тебе сохранить из прошлого, от чего, наоборот, отказаться, а что-то, может быть, вывести на новый уровень. Это диалектический процесс. Две глазницы и искривленный рот. Это гусеница древняя. Видите, вот ее ножки и брюхо. Вот она. Но очень недовольная, то, что здесь губит природу. А в 2018 году мы пришли сюда на экскурсию с другом. Я хотела показать наши достопримечательности. И мы увидели, что по курганам, могилам проложена дорога. Эти курганы прям сравнялись с землей. Здесь, насколько я знаю, еще же работает ТО «Тимирбетон», Да, это уже... которые проводили взрывы. Вот когда у вас с ними начался конфликт? Где-то в 2022 году вот мы с ними, встретились. Они мне предложили, чтобы здесь... То, что я хочу здесь, чтобы здесь был археопарк, этноаул мы хотели создать, такой визит-центр. Они предложили мне альтернативу. Мы говорим, давайте здесь вам создадим, но здесь черепашка не будет трогаться, а они будут продолжать на этой сопке добычу диорита, чтобы до основания, чтобы там был котлован, типа озера. И тогда я сказала, что это принадлежит народу и вообще государству, и я не могу такие вопросы решать, и нужно, наоборот, здесь прекратить вот эту всю добычу и взрывные работы. На что они не согласились. Они сказали, мы, говорит, это наша земля, территория, мы будем добывать дальше. Как к ним, вот к этим взрывам относилось государство? Они получили лицензию, разрешение на добычу диорита. А что это за минерал такой, диорит? Это вот тоже какая-то форма гранита. Вот здесь, например, красный гранит. А здесь это такой, знаете, серебристый красивый камень, диорит. А куда его? Плиты могильные или на щебень его куда пускать? На щебень, по-моему, в своих каких-то там этих производственных нуждах. И, наверное, может быть, бордюры, может быть, столбы. Я далек от того, чтобы представлять противостояние охотников за петроглифами, ученых, с одной стороны, как светлых воинов, а предприятия как однозначно темные силы, Нет. что нас злобно гнетут, потому что это экономика, они дают рабочие места, и они добывают эти общие полезные ископаемые, ОПИ, да. Это и щебень, и гравийная песчаная смесь, и диорит, который идет куда? На строительство, на прокладку дорог. Как здесь вот найти баланс и учесть и экономические интересы, и вопросы исторического наследия? Правовая база для того, чтобы нормально все функционировало, имеется. Нужно просто соблюдать законодательство в том виде, в котором хотя бы оно имеется. Если вы открываете что-то, проведите нормальную археологическую экспертизу, примите меры, которые уменьшат или ликвидируют вот эти негативные последствия от вашей деятельности. И все будет сделано, все будет нормально. И я бы не противоставлял охотников за петроглифов и научной организации тем предприятиям, или, скажем так, организациям, в том числе и государственным, которые занимаются социально-экономическим развитием. Все, что требуется, и зачастую в декларациях научных организаций, в первую очередь Института археологии, все, что требования, которые, допустим, выдвигают общественники, и то, что я чаще всего вижу, допустим, в виде репортажей журналистов, они не требуют ничего особенного, они требуют соблюдения законов Республики Казахстан.
Я написала обращение в аппарат президента о том, почему такое происходит, и мне пришли отписки от Управления культуры о том, что здесь были проведены археологические раскопки аварийные, и выдана ТО «Казархеология», археологическая экспертиза о том, что никакой ценности эти курганы не имеют. ТО «Казархеология» выдала по заказу Тимирбетона, ТО Тимирбетона, археологическую экспертизу. Кто возглавляет археологию? Жуман Смаилов. Он и тогда возглавлял, когда выдавал. Да. Қазақстанды таңбалы тастар мекені деп бекер айтпайды. Бұл жәдігерлер дала өркениетінің сан мың жылдық шежіресі. Соңғы жылдары құрылысқа қажет деген желеуімен кейбір жәдігерлеріміз бүлініп жатыр. Для сохранения нашего богатого историко-культурного наследия необходимо навести порядок в археологической деятельности. Острая нехватка профессиональных археологов, системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилию в Казахстане различных дельцов от археологии. Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения. А это правильное положение вещей, когда, допустим, завод или компания, которая строит ГЭС на Коксу, сама заказывает ТО «Археология», археологическую экспертизу и платит этому ТО. Я лично считаю, что вот эти экспертизы должны производить уполномоченные государственные органы. В данном случае речь идет об Институте археологии. Первое, что напрашивается. Аккредитованных археологических лабораториях, допустим, Карагандинского госуниверситета, допустим, ну, любых высших учебных заведений, где есть, вот в Павлодарском государственном университете. В общем, там, где работают профессиональные археологи и иже с ним. И независимые, по крайней мере, вопрос заключается от заказчика. Совершенно верно. То есть в данном конкретном случае в этой схеме должно присутствовать государство. Наш закон позволяет это делать через ТО. Когда пытались этот вопрос поднять, если это убрать, значит мы нарушаем закон о конкурентной среде в бизнесе. То есть, ну, в противном случае мы нарушаем массу других законов. Формально не нарушаем. А уже потом выясняется, что идут нарушения, причем в массовом порядке. Но в итоге теряем памятники истории. Вот это, конечно, очень больной вопрос. На мой взгляд, археологическая экспертиза не та сфера, где должна присутствовать коммерция и конкуренция. Ну, собственно, вот то, что еще 2 года... То есть это прерогатива государства? В 2019 году впервые, собственно говоря, археология должна быть выведена из зоны коммерческой деятельности. Слушайте, и много ли было уничтожено петроглифов таким образом? Ну, здесь вот мы сейчас проезжали, на земле вот лежали снесенные плиты с петроглифами. Там где-то было около 9 плит комплексных. И получается, на этой сопке мы не знаем, сколько было разрушено. В 2024 году, 9 февраля, по-моему, прогремел последний взрыв, после которого вот мы уже начали опять активно подавать обращения. И после этого акимат уже начал содействовать. Они начали судиться. Тимирбетон, они подали в суд на областной акимат о выделении им альтернативного участка. И сзади нас находится тоже карьер Каратал, возле реки Каратал. И вот они сейчас там добывают песчано-гравийную смесь. А что это за вот животное? Ну, это такой интересный кодлик, немножко необычный.
Возможно, что это было изначально изображение хищного животного, которому потом подрисовали рога. Потому что такое тело немножко необычное для козла. Как у волка. Да, больше похоже на хищного животного, да. И хвост торчит. Да. Поэтому я говорю, что, возможно, сначала это был хищник, ну, вероятнее всего, волк, которому потом подрисовали рога. С весны 24 года там полностью археологические работы производились, то есть именно археологическая документация. Опять же, После выступления президента, видимо. совершенно верно. Ну и не только, да, активизировалось. Выступление президента активизировало эти работы достаточно серьезно. Вот сейчас недавно прошла паспортизация. Это благодаря тому, что мы начали поднимать шум. В 2023 году, в 2024 областной аким, он выделил 10 миллионов на исследование и паспортизацию этого Фазылтаса. Была проведена паспортизация, но сказать, что детально ученые изучили все группы рисунков, все скопления на этой территории нельзя. Но, несомненно, уже то, что здесь действительно имеются уникальные совершенно рисунки, которые достойны включения как памятник ЮНЕСКО. Вот на примере Кызылтаса и соседствующего рядом Ардакуля можно проследить традицию развития кочевничества на территории Жетысу. Часто встречаются в одном месте рисунки бронзового века, сакской эпохи, тюркской эпохи и тут же, например, тамга казахского рода. Сегодня вот мы могли видеть тамгу рода Дулат. В районе Алтын-Эмеля мы встречали тамги рода Тарак. У нас в Семиречье встречаются тамги рода Жалаир. Скажи, а вот ты не думаешь, что тема же петроглифов стала у нас популярна и на официальном уровне после того, как ее заострил в марте прошлого года на национальном Курултае президент Токаев? Это не потому ли, что он узнал о том, что высечена тамга его рода, Жалаир? Мне сложно сказать. Понятно, в голову не залезешь. Не закладывал, да. Но он известен своим интересом к истории. Известно, что он человек к истории очень неравнодушный. В этой же плоскости лежит проблема так называемых черных археологов. За последние 2 десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира. Законодательство запрещает незаконные раскопки, запрещает незаконный оборот археологических ценностей. Но по факту эти законы не работают. В интернете без проблем можно купить исторические артефакты, которые были найдены черными археологами. Есть аукционы. Мне встречались объявления на российских сайтах, предлагающие поехать в КОП, это называется КОП, на территорию Казахстана. То есть... Копать. Да, копать. Копать, ходить с миноискателями, копать. Мы сами несколько раз фиксировали людей, которые пытались заниматься раскопками, да, ходили там с миноискателями. Мы эту информацию передаем археологам, передаем ее в правоохранительные органы. Сами мы не имеем права их задерживать, да, это тоже будет самоуправство. Но мы пытаемся по мере сил с этим бороться, проводить разъяснительную работу. И петроглифы пытались воровать. Мы знаем такие истории. Подожди, вместе с плитой? Да, да, иногда тяжелые. Тяжелые люди пытаются вырубать. Иногда петроглифы встречаются на отдельных камнях, например, отколотых. Но когда камень перемещается, уже другая радиация, он лежит под другим углом, чаще всего патина начинает быстро выцветать. И за несколько лет она может потеряться практически целиком. Петроглиф становится не виден. Да, да, он просто становится не виден. Вот такое бывает часто с камнями, которые перемещаются в музеи. Кроме того, попадая в другое место, там другой микроклимат, другая влажность, другие перепады температур. Камень может начать разрушаться гораздо быстрее. Он может пострадать при перевозке. Древние скалы хрупкие. То есть просто вывозить петроглифы – это достаточно бессмысленное занятие. Сложившуюся ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки. Оля Гумирова мне рассказывала, что до вот этой эпохальной речи президента власти вас воспринимали как
оппонентов неких, да? Очень осторожно и даже враждебно. Сейчас ситуация поменялась? Да, ситуация поменялась во многом, не во всем, но во многом. Да, я бы сказал, что до этого нас воспринимали как неких чудаков, которые не понимают, что надо развивать экономику, что надо развивать бизнес, и пытаются этому помешать. Вот, мы-то со своей стороны все время пытались найти какой-то разумный компромисс, чтобы и экономика могла развиваться, но не в ущерб исторической памяти, потому что, ну, грубо говоря, да, этот диорит добыли, им дорожку посыпали, через 10 лет за ремонт сделали, все это убрали, все этого нет. И то, что хранилось тысячелетиями, было создано тысячелетия назад и тысячелетия сохранялось, да, может быть уничтожено ради сиюминутных целей, ради денег, которые, грубо говоря, деньги потратишь, а позор останется. Да, мы не хотим, чтобы так было. А когда, по вашему мнению, к местным властям пришло понимание, что вот эти камни бесценны? Вы знаете, я не уверена, что до сих пор это понимание пришло, потому что вот сейчас разгорается конфликт вокруг Ешкель-Меса, и люди не понимают, что это уникальное мировое наследие, это наследие, которое принадлежит не только нам, но и всему человечеству. Мы покидаем урочище Кызылтас, где многие петроглифы были уничтожены взрывами ради добычи минерала диорит. И направляемся на реку Коксу, где строится каскад ГЭС. На реке Коксу будет от 8 до 10 ГЭС. А как будет рыба подниматься? Как рыба поднимется через вот эту На трубу? нерест. Попытка сломать это через колено, разрушить экосистему. Ешкель-Мес уже знает в мире. Изменение микроклимата его убьет. Уничтожение такого памятника просто катастрофа. Это позор всему Казахстану как цивилизационному обществу. Что победит? Историческая память или экономические резоны? Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку нашего канала. Коп-Коп Рахмет. Огромное всем спасибо. Бызбргемез. Мы делаем Гиперборей вместе. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Сау болыңыздар.